Усё выглядае як вялікі бізнес-праект. Нядаўняя паездка прадстаўнікоў ПСК ў Таджикістан, перамовы з уплывоваю кампаніяй Авеста Груп, дамоўленасці пра аграрныя і энергапраекты. Але галоўнае – магчымасць увесці ў Беларусі сістэму рэгістрацыі мабільных прыладаў, аналагічную таджикскай, якая абавязковая для ўсіх карыстальнікаў. Рэгістрацыя будзе платнай і пройдзе праз структуру падкантрольную клубу. Цяпер у Беларусі такой сістэмы няма. Так званыя шэрыя прылады не блакуюцца, а глобальная база імаі не праверяецца. У выніку ПСК можа атрымаць манаполію на новы высокатэхналагічны рынок і кантроль над усім мабільным рынкам, што значна папоўніць банкаўскія рахункі сям'і Лукашенка. Працягнем абмяркоўваць гэтую тэму ў студыі Белсат. На сувязі эксперт у лічбовай бяспецы Мікалай Кванталіяні. Спадар Мікалай, вітаем вас. Вітаю всех. На ваш погляд, вось ваша версія, чаму менавіта прэзідэнцкі спартовы клуб будзе займацца рэгістрацыяй імэй мабільных тэлефонаў у Беларусі, калі верыць гэтай інфармацыі, якую прадставіў Белпол? Прямой связи нет, почему спортивный клуб занимается техническим проектом, кроме контроля и получения прибыли. Давайте, может быть, яшчэ патлумачым нашим гледачам, магчыма, не ўсе разумеюць, што гэта за сістэма імэй і што за нумер такі ідэнтыфікацыйны. Да, у мобильного телефона есть уникальный номер устройства, и, соответственно, когда ваше устройство подключается к мобильной сети, у вас есть два идентификатора. Идентификатор сим-карты и идентификатор телефона. Соответственно, это то, что видно со стороны мобильного оператора. Соответственно, дальше у нас получается, что мобильный оператор может блокировать либо по устройству, либо по сим-карте. И, с одной стороны, это не что-то новое, потому что мы знаем, что на стороне белорусского провайдера мобильных услуг было установлено так называемый комплексы SORM-1 и SORM-2, которые позволяли контролировать действия пользователей и все еще позволяют. Сейчас же это больше для того, чтобы заставить каждого гражданина Беларуси регистрировать свой номер. По сути, это такой налог на воздух. Ну, то бок, калі мабільны аператар і так бачаць гэты код, то зусім не абавязкова яго рэгістраваць, так? То бок, это хутчэй для таго, каб сабраць чарговыя грошы за рэгістрацыю, якую могуць зрабіць платнай. Да, и эта система позволяет, которую планируется внедрить, позволяет это делать в автоматическом режиме. То есть, условно говоря, у тебя есть белый список имей-телефонов, которые зарегистрированы в Республике Беларусь, и если мобильное устройство подключается без регистрации, или ты просто вставляешь туда сим-карту, она не будет работать. Спадар Мікалай, тым не менш, такі вопыт ёсць у іншых краінах, у Турцыі, у Таджикістане, у тым ліку, куды ездзілі беларускія чыноўнікі. А там як гэта працуе? Навошта там таксама ўвялі вось гэтую абавязковую рэгістрацыю имей-телефонаў? Обычно официальная версия, чтобы не было возможности перевозить серые телефоны и, соответственно, стимулировать местный рынок мобильных устройств, чтобы люди платили налоги в казну. Но если мы говорим о том, что эта регистрация становится платной, то фактически это просто дополнительная линия зарабатывания денег из ничего. А ці ёсць нейкія пазітыўныя прыклады вось выкарыстання гэтай сістэмы, калі мы кажам, што тэлефон скралі, сім-карту дасталі, або вось тэлефонныя махляры цяпер вельмі актыўна дзейнічаюць. Ці дапаможа гэта выкрываць такіх махляроў з дапамогай рэгістрацыі імэй? Да, с одной стороны, это была обычная практика, что, допустим, если мобильный телефон воровали, и злоумышленники вставляли туда свою сим-карту, то мобильный оператор это видел, и, соответственно, это видели и правоохранительные службы. То есть, если было заявление на то, что мобильное устройство украдено. Сложность заключается в том, что обычно правоохранительные службы не очень мотивированы заниматься кражей мобильных телефонов, если нет каких-то дополнительных условий. То есть, я бы сказал так, технологически, да, это позволит, допустим, блокировать украденные телефоны, если у нас есть имей в базе данных. И, соответственно, в Республике Беларусь невозможно будет их использовать. При условии, что это основная цель. А вы сказали яшчэ пра адную мэту, пра увоз шэрых тэлефонаў. Наколькі гэта можа быць распаўсюджанай з'явай для Беларусі? Но тут есть экономические мотивации белорусов. Соответственно, ты можешь купить мобильное устройство в соседних странах дешевле, чем, допустим, в Беларуси.
И дальше нужно просто смотреть на привычки пользователей, где они обычно покупают мобильный телефон. Вот. В любом случае это будет ограничивать. То есть даже если ты купил телефон за рубежом, то ты приезжаешь в страну, и чтобы получить разрешение его использования, тебе нужно его зарегистрировать. И второй момент, смотрите, регистрация обычно связана с паспортом, то есть, условно говоря, это дополнительный инструмент слежки, потому что будет видно, кто какими устройствами пользуется, какие сим-карты вставляет, и, соответственно, пространство для приватности жизни белорусов становится все меньше. А што дае праваахоўнікам інфармацыя, хто якім тэлефонам карыстаецца? Базовое, что получают правоохранительные службы, это, конечно же, данные геолокации, кто с кем как часто созванивается. И если мы говорим про мобильный интернет, то если не используется VPN, то видно, кто какие сайты посещает. Это достаточно большой объем данных. И фактически, то есть легче будет отслеживать белорусов в Беларуси. То бок, калі гаворка ідзе пра зарэгістраваны ў Беларусі тэлефон, і гэтым тэлефонам будуць карыстацца за мяжой, яго адсачыць будзе немагчыма. Тут так, нужно... То есть у нас получается сим-карта зарубежная, телефон белорусский. Да, тогда это не будет видно. Но если используется белорусская сим-карта в телефоне, тогда будет видно, где находится человек. Спадар Міклай, у нас яшчэ ёсць адно меркаванне, сваё бачанне сітуацыі ў звязку з гэтымі меркаванымі абмежаваннямі для мабільных тэлефонаў Беларусі нам распавёў прадстаўнік ініцыятывы Белпол Мацвей Купрэйчык, акурат той арганізацыі, якая і прадставіла гэтую інфармацыю. Это еще один шаг для того, чтобы осуществить цифровой ГУЛАГ в нашей стране. Режим Лукашенко пытается полностью и тотально контролировать любые передвижения, любые действия в сети интернет в том числе, и им, естественно, надо взять это все под полный контроль. Это первый момент. Второй же момент – это то, что представьте, сколько мобильных устройств заводится на территорию Беларуси в год. Это огромное количество. И, естественно, для регистрации каждого такого устройства необходимо будет взимать какую-то плату, а это очередные деньги в копилку режима диктатора Лукашенко. Мы считаем, что да, именно президентский спортивный клуб будет этим заниматься, однако для нас это в том числе загадка, потому что вообще очень сильно это не профильная деятельность так называемого президентского спортивного клуба. Однако мы прекрасно видим и понимаем, что данная организация, так скажем, она целиком и полностью контролируется кланом Лукашенко, она полностью подотчетна и подконтрольна ему, и поэтому для них это один из самых простых вариантов, когда у тебя все под контролем, тебе не надо изобретать новый велосипед, и вы можете использовать уже действующую структуру для того, чтобы просто в очередной раз набить свои карманы деньгами. Вось такое меркаванне, але ёсць яшчэ пытанне іншае. Натуральна, не вельмі зручна і не вельмі прыемна, калі дадатковыя элементы кантролю з'яўляюцца над грамадзянамі. Раней, як памятаем, сілавікі маглі проста спраўдзіць на вуліцы тэлефоны і паглядзець, на якія тэлеграм-каналы падпісаны чалавек. І некаторыя беларусы мелі некалькі тэлефонаў, з аднымі выходзілі на вуліцу, іншыя трымалі ўдома. А ці можна абысці з гэтую схему будзе вось у Беларусі, калі, напрыклад, будзе незарэгістраваны тэлефон, выкарыстаць штосьці накшталту eSIM, калі звычайная сім-карта не будзе працаваць у мабільнай прыладзе. Ці ёсць нейкія такія шляхі абыходу гэтага кантролю? Да, основное, то есть, с одной стороны, eSIM тоже не будет работать, потому что оно все равно общается с базовыми станциями, с мобильным оператором в роуминге, к которому оно подключается. Или нужно будет уточнить, можем потом более детально обсудить. Но самое основное, что можно делать, это не использовать мобильный телефон с мобильной сим-картой и сетью. То есть, условно, у вас могут быть разные мессенджеры, находящиеся на мобильном телефоне, зарегистрированы не на белорусскую сим-карту, вы подключаетесь к Wi-Fi и спокойно используете это на ваше усмотрение. То есть здесь у вас устройство не регистрируется в мобильной сети и не подпадает под контроль вот этой вот системы. То бок правильна разумею, што нават калі гэты тэлефон будзе зарэгістраваны праз прэзідэнцкі спартовы клуб ці праз Белтэлекам, не ведаю, як гэта будзе выглядаць у будучыні, і калі падключыцца праз Wi-Fi, не выкарыстоўваючы беларускую сім-карту, то сілавікі не будуць кантраляваць вашы месенджеры, чытаць вашыя перапіскі, вашыя званкі па гэтым месенджерам.
Да, и здесь я бы добавил, что не нужно даже вставлять сим-карту, либо регистрировать белорусскую eSIM. Вы просто используете мобильное устройство для работы через Wi-Fi. Wi-Fi есть везде. Вам единственное, зачем нужна сим-карта, для того, чтобы у вас были ваши мобильные мессенджеры и коммуникации. Не обязательно же звонить, можно все делать через интернет. А вяртаючыся да майго пытання пра тэлефонных ашуканцаў, ці стане прасцей іх знайсці, злавіць, пакараць? С одной стороны, эта система работала и до этого. То есть телефоны всегда показывают геолокацию. И, условно говоря, единственное, зачем нужна сим-карта, чтобы было видно, где находится устройство по этому имейлу. Это было частью проведения оперативно-розыскных мероприятий, если искали телефон. Тут, видите, еще... Ну, я на самом деле согласен, что это больше выстраивание контроля и получение прибыли, нежели какая-то дополнительная мера безопасности.